Добрый день, телезрители «Кактус Медиа» в прямом эфире. И мы начинаем серию новых программ, которые вы можете посмотреть на всех наших социальных платформах, а также посмотреть записи в Ютубе «Разговоры «Кактус Медиа» о политике». Первым гостем у нас стал Адахан Адумаров. Здравствуйте. Адахан Кимсанбаевич любезно согласился побеседовать с нами, ответить на вопросы. И тема сегодня будет достаточно актуальна в свете последних событий месячной давности у нас в Кыргызстане. Все чаще и чаще говорится слово «люстрация» в Кыргызстане, о том, что она обязательно необходима по отношению к нашим политикам и чиновникам. Я напомню, что люстрация – это процесс, при котором новая власть пытается очистить свои ряды от старых, возможно, коррумпированных чиновников на определенный срок, не давая им занимать какие-либо должности и использовать государственные ресурсы. Адахан Кимсанбаевич, вы согласны с таким определением люстрации? Или у нас она в Кыргызстане приобретает новое звучание? Абсолютно. Все, что есть в мире, при употреблении, мы, кыргызы, добавляем туда свою особенность. В чем наша изюминка? Изюминка, знаете, вот эта вот люстрация, она испокон веков среди кыргызского народа такое понятие было. Вот, допустим, если кто-то очень сильно нарушает традиции или какие-то там договоренности, его заставляли выселяться и переехать в другую местность. Или от стыда они сами уезжали. То есть, было какое-то определение? Естественно, то есть это естественная иллюстрация, да? А то, что наши политики применяют, они это понятие. Многие кричат люстрация, люстрация, не понимая смысл этого слова, как она делается и с чем едят эту иллюстрацию. Да? Многие же на площади говорили, давайте люстрацию, давайте. Люстрация это принимается в виде закона. Как вы зачитали, что люстрация, чтобы освободиться от каких-то идеологически неверных, скажем, партнеров или соперников. Вот, допустим, в прибалтийских странах люстрацию проводили, и в Польше проводили. Почему? Потому что те, которые служили и выполняли приказы коммунистической партии, чтобы больше на работу не брать. Там система целая, да? Если хотите, строй. Коммунистический строй переходит на капиталистический или буржуазный. А у нас в Кыргызстане, не понимая смысл этого слова, начинает говорить, давайте иллюстрацию. Если ты при Акаеве работал, то при Бакиеве не имеешь права работать. И так далее. И так далее, и так по ступенечкам, значит, до Джапарова доходим, да? Это нонсенс, это абсолютный бардак. Иллюстрация должна быть по отношению не к чиновнику, который работал в то или иное время, а к тому чиновнику, который, чем он занимался. То есть непосредственно к его роду деятельности, несмотря на его моральные... Естественно, абсолютно. Исключительно вот в рамках закона, что он совершил какое-то преступление против государства или против какого-то там группы людей, а они имеют представление, считают, что это строй. Это не строй, это всего лишь определенный период, этап его деятельности. Вот те люди, которые работали при Акаеве, великолепные специалисты есть, нужные специалисты есть. То же самое при Бакиеве, то же самое при Атамбаеве. Там. Так не бывает, что с Луны свалился, как нынешние некоторые люди говорят, с Луны свалился, и давайте чистых людей поставим. А у чистых все чистое, потому что опыта нет, представлений нет. Вы согласны? Абсолютно согласна. Как они дальше пойдут? У меня такой вопрос. Вообще разговоры о иллюстрации в Кыргызстане, они ведутся у нас ежегодно. Да? То есть кто-то поднимает, и это вопрос становится более... Это суперпопулистический призыв, суперпопулистический, да, и абсолютно не имеющий никакого там логического продолжения. Вот то же самое говорят там, мы ради народа, а кто был против народа? Мы, значит, как они еще там кричат, новые люди. Откуда появились эти новые люди? Новые сорта появились? Нет, это люди, которые работали, жили в то или иное время. А от того, что он там работал, это не означает, что он уже негодный. Нет. Помните, при даже революции, настоящей революции, я имею в виду 17-го года в Российской империи,
от одного строя переходили в другой строй, да? От капиталистического, буржуазного, вот именно. А у нас это перевороты. Да, несколько людей пришли, захватили, и они говорят, что революция. Ничего подобного. Народ даже не знал. Я всегда говорил, все творится в радиусе там 1,5 или километра от Белого дома. Уже по улице Тахтогола или Московской никто ничего не понимает, что там творится и что там происходит. И это все преподносится от имени народа. Ничего подобного. К народу никакого отношения не имеет это. И вот этот вот период, все выдающиеся военачальники, которые обеспечили нам победу во время Второй мировой войны, для нас это Великая Отечественная война, это офицеры царской армии. Они служили в царской армии. Особенно Георгий Константинович Жуков. То есть, я вот закончу вашу мысль, все хорошие люди, профессионалы своего дела пригодились в последующем. Абсолютно. Потому что это опыт. Вы человек, да, который работали со всеми президентами? Нет, не со всеми. Хорошо. Я только работал с Бакиевым, больше ни с кем не работал. С Акаевым вы также? Нет, я был в парламенте. Ну, вы взаимодействовали? Парламент взаимодействовал. Если вы имеете взаимодействие, да. А не как власть, а мы как оппозиция, да? Нет. Мы были оппозицией, и достаточно жесткой оппозицией. И мы критиковали, и выступали всегда оппонентами. Это сотрудничество. Вы считаете, что, допустим, применима ли к вам личная иллюстрация? Ну, смотря с чьей колокольни там смотреть, да? Если есть некоторые люди просто так, что надо шельмовать человека. Человек есть, он нам мешает. Значит, надо кричать. Кричать надо так, чтобы... Ну, сегодня же, к сожалению, реальность она такова, кто громче кричит, кто быстрее добежит и кто сильнее ухватится за что-то там. Это значит его право, правда на его стороне. Так не бывает, так бесконечно не будет продолжаться, есть всему предел. То есть сейчас, насколько я понимаю, иллюстрацию очень часто путают со сведением счетов, охотой на ведьм, возможно, да? Да. Под этим громким и красивым названием. Да, абсолютно. Это надо с кем-то рассчитаться. С кем-то нет, ничего не мог найти, а просто надо говорить иллюстрацию. А в связи с чем? За что? Таких понятий практически нет. Но она нужна Кыргызстану или нет? Иллюстрация совести должна быть. Вот, пожалуйста, разверните это понятие, что, на ваш взгляд, является иллюстрацией совести. Иллюстрация... Потому что есть какие-то четкие определения, которые предлагаются на Вот вам, пожалуйста, вот этот вот нынешний парламент, 6-го созыва. Они беспрекословно выполняли все указания Алмаза Атамбаева. Так? И буквально в течение 1 часа быстро перешли на сторону Джеймбекова. И те, которые молчали, при молчаливом согласии этого парламента творилось то, что творилось, потом 6 октября быстренько перекочевали на сторону тех людей, которые заявили, что они и есть власть. Вот это как бы сказать... Беспринципность? Это мягко сказано. Я хотел более жестко сказать, но, к сожалению, вы правы, что и беспринципность, и бесхребетность, и бездарность, и абсолютное, скажем, там много слов можно употреблять после слова «без». Они переходят на это. Они морально имеют право? Я скажу, абсолютно нет. Они должны быть соответчиками того, что происходило на протяжении последних 6, 7, 80 лет. Безусловно, виноваты. Они должны чувствовать себя виноватыми. Должны чувствовать. Они должны после 28-го прекратить свое существование и разойтись. Это требование Конституции Кыргызской Республики. Не желание Мадумарова или не требование народа. У них внутренняя совесть, внутренняя ответственность должна работать, и они должны сказать: стоп, ребята, дальше мы нелегитимны. И они должны покинуть. Они покинули? Нет. Как видим, не один. Они сторговались. Мы тебе, а ты нам. И вот эта так называемая власть, которая пришла во имя народа и от имени народа, быстренько, даже лучше, чем Джеймбеков, лучше, чем Атамбаев, они нашли общий язык с этими людьми.
Вот смотрите, все-таки нужна ли нам эта иллюстрация? То есть мы поговорили о иллюстрации совести. Как таковой, иллюстрация в классическом понимании нам сегодня невозможно выполнить. Потому что мы со всеми везде работали. Конечно, во-первых, это так. Во-вторых, у нас очень быстро находят общий язык. Вчерашние враги, которые не хотели даже здороваться, сегодня обнимаются, целуются и друг без друга не могут жить. Кто этим отличился? А? Кто этим отличился? Ну, очень многие. Посмотрите на состав сегодняшнего парламента. Пожалуйста, далеко не надо ходить. Их можно и десятками посчитать. И это ужасающий фактор. Вот интересный момент. Скажите, когда народ вышел на площадь, требование было одно. Признать итоги выборов недействительными. Да, это было так. Никто не говорил, что Джеймбеков должен уйти в отставку. Не было об этом речи. А почему буквально в течение 2 часов все поменялось? Бессовестность, бесхребетность, беспринципность. Даже те люди, которые сегодня захватили власть, их даже на площади не было. Согласны? Абсолютно согласна. Вот. Они в это время торговались. Торговались, если нас пропустишь, торговались с кем? С властью. Если нас пропустишь, за уши вытянешь, если мы попадем в парламент, мы с вами будем сотрудничать, мы готовы к сотрудничеству. Вот это и есть бессовестность, это и есть беспринципность. И потом сегодня заявляют о том, что они, мол, все разбежались, все убежали, и некому было управлять. Вот они взяли на себя ответственность, дорогие мои. Кто просил взять ответственность у тебя? У тебя кто просил? Покажите хоть одного человека, чтобы народ просил, чтобы они занялись управлением государства. Нет, не найдете. Еще у меня такой вопрос. Вот все то, что сейчас происходит, вот последние в течение 2 недель, когда парламент 6-го созыва собирается в госрезиденции Алча, принимаются очень спорные законы. Насколько это дальше может повлиять на политическое развитие страны, на ее авторитет на международном уровне? Какие показатели есть о том, что у нас все плохо или все хорошо, на ваш взгляд? Насчет авторитета не приходится говорить. Сам факт того, что ни одно государство не признало и официально не поздравило, и до сих пор не ведутся никакие переговоры, это говорит о том, что авторитет нулевой. То есть мы добились того, что с нами перестали разговаривать? Абсолютно перестали разговаривать, и более того, не то, что перестали разговаривать, они даже перестали сотрудничать. Наши очень близкие партнеры в рамках и ОДКБ, в рамках ШОС, в рамках Евразес, никакие контакты я пока что не вижу. Ни на уровне правительства, ни на уровне там каких-то определенных отдельных ведомств, я этого не вижу. Поэтому говорить о международном авторитете нам, к сожалению, не придется. О других международных организациях мы также не говорим. То есть даже Европейский Союз, сам факт того, что приостановить финансирование, выделенное уже 6 миллионов евро на программу цифровизации, это говорит очень о многом. Это большой сигнал. А когда Европейский Совет, Евросоюз принимает такое решение, это самый громкий сигнал к тем инвесторам, которые хотели бы работать у нас в Кыргызстане. И я слышал, что несколько дней тому назад так называемая власть хотела встретиться диппредставителями, аккредитованными в Бишкеке, они не явились. Это большой сигнал. Вы согласны? Абсолютно так не бывает. Согласна. Так не бывает. И поэтому международный авторитет абсолютно исключительно нулевой, и опустились ниже плинтуса, потому что ранее договоренные, уже решенные какие-то там проекты, все приостановились. Тогда вопрос такой, что необходимо сделать нынешней власти в лице исполняющей обязанности президента Садыра Джапарова, правительства и других ветвей власти для того, чтобы страна хотя бы вернулась к исходной точке? Я с 5 октября, с нами начали говорить. Я с 5 октября требую единственное – вернуться в правовое поле.
Каким образом это необходимо сделать? Вот прямо распишите, пожалуйста, пошагово. Я много раз говорил, пошагово я даже предлагал, и письменно предлагал, и хочу, пользуясь моментом, выразить вам благодарность, и это заявление, обращение опубликовали и ваш сайт, и там именно пошаговое. В первую очередь, не надо собираться в отеле «Дестук» очень сомнительно ночью, как их вытащили, потом депутаты рассказывали, какими уговорами и угрозами вытаскивали. Так не бывает, так не собирается. И потом у нас четко написано, что заседание парламента где проходит, как она созывается, кем созывается, когда считается легитимным, тогда, когда есть кворум. И потом на следующий день или через несколько дней, я уже не помню, в резиденции Аларча собирается. Там тоже вопрос о легитимности. Там тоже не было кворума. Это не я говорю, те депутаты, которые непосредственно принимали участие, и коллеги, журналисты писали, что я лично посчитал, кто-то написал, что в зале сидели всего 46 или 47 депутатов. Да, я сделаю такую небольшую ремарку. У нас есть материалы на эту тему, мы считали, были сфотографированы листы регистрационные. Обязательно почитайте на Кактус Медиа, прошу прощения. Да, вот я, исходя из этих материалов, считаю все те решения, которые были приняты в это время, все нелегитимные. Абсолютно нелегитимные. Многие думает, что чуть-чуть можно нарушить в связи с сложившейся ситуацией. Извини, тогда напиши в Конституцию, в случае чего. Какие случаи являются экстраординарными. Вот как временщики решили в 2010 году, вот так и продолжается. Так? Пришел человек, мне это положение не нравится, я не буду выполнять это положение, могу перешагнуть. Яркий пример. Если итоги выборов признаны недействительными, то в течение определенного времени должны проводиться повторные выборы. Не объявляется. И в Конституции, и в Конституционном законе. Пожалуйста, 48-я статья. Да? Не я принимал, они принимали. Это требование закона. Но тем не менее говорят, нам это не нравится. Давайте эта статья подождет. Извини, тогда давайте вернемся в Конституцию. 70-я статья. Говорится о депутатах или о депутате, который, говорится, избирается на 5 лет. 71-я статья говорит о самом парламенте, о Джогор Кенеше. Некоторые заслуженные юристы в исключительно своих интересах этим людям, которые абсолютно не понимают положение Конституции и требования конституционных законов, внушил им, чтобы договориться, какие-то там общие интересы были, скорее всего, это станет скоро, очень скоро, наверное, известно, потому что у нас секреты долго не лежат, не хранятся. Страна маленькая, все, естественно. Даже если 2 человека договорились, один все равно расскажет об этом. Вот поэтому пошли по такому пути. Я который раз говорю, все те моменты, законы, которые они приняли, считаются нелегитимными. Отдельно вот хочется поговорить о конституционном законе, о приостановлении действий некоторых. Вот мы в начале разговора коснулись об этом, о приостановлении действий некоторых статей конституционного закона о выборах. А на ваш взгляд, насколько это было вот рациональное решение, радикальное решение? Это иррациональное решение. Диля, все решения, которые противоречат законодательству или даже самой Конституции, это антинародное, это антигосударственное. Не сегодня, так завтра скажут. Вот смотрите, за последние 30 лет мы с вами не помним, чтобы юристы Кыргызской республики были в едином мнении. Да, как говорят, 2 юриста, 3 мнения. Да. А на этот раз, удивительно, все юристы согласились, что идет грубейшее поправление закона. Тогда у меня есть с этим вопрос. В самом начале всех событий, которые произошли после выборов 4, 5, 6, вы с коллегами-политиками собирались, объединялись в несколько объединений, советы, координационные советы и так далее. Их было несколько.
С каждым разом их было все меньше и меньше. Но что вам сейчас мешало собраться с коллегами, политиками, с единомышленниками, возможно, и оспорить этот закон в Конституционной палате? Потому что только одна партия, реформа, рискнула это сделать. Во-первых, независимо от того, сколько количества там обращается, Конституционная палата принимает одинаковые решения. Пусть даже будет 16 политических партий или одна политическая партия. Суть не в этом. А в том, что мы полностью всегда заявляем, выражаем свою солидарность. Вот. Да, кто-то написал, какая-то партия подала Конституционной палате представление. Если 2 политические, 3 политические партии, от этого ничего не изменится. Скорее всего, наверное, каждый делает свое дело. Если речь идет о Координационном совете, который 6 октября сформировали, это абсолютно государственному управлению ничего не имеющее Координационный совет. Это совет, который принимали политические партии, которые принимали участие на выборах. И вот эта вот дикость, как остановить? Между прочим, все те политические партии, которые были в этом Координационном совете, ни одна партия не заявила о том, что президент должен уйти. Нет. Абсолютно нет. Мы призывали быстро собраться парламенту, и парламент должен утвердить новое правительство, правительство народного доверия, то есть узаконить все это, поскольку многие разбежались. Многих заставили убежать. Произошла такая естественная иллюстрация. Ну, естественная иллюстрация, я не знаю. Вот, и знаете, вот до сих пор неизвестно, где находится министр внутренних дел, где находится председатель Государственного комитета национальной безопасности. Генпрокурор. Это вообще нонсенс. И теперь смотрите, те люди, которые захватывали, они занимались захватом, они сегодня на высоте. Они нас учат сейчас уму-разуму, они призывают строго соблюдать законы. Странно? Странно. А некоторые люди вышли из заключения и буквально за ночь нашли каких-то судей. Они уже оправдались. На этих судей тоже надо посмотреть. 5 утра, 4 утра, но настолько они патриотически настроены, они готовы были работать всю ночь, наверное. Так получается. То есть некоторые вы дела... говорите о тех предписаниях, которые предполагали смену меры пресечения в отношении некоторых политиков или отмены судимости в отношении других политиков? И отмены, да. Отмены. Как это в течение получаса они могут рассмотреть и полностью отменить решение и оправдать некоторых деятелей? Это вызывает большой вопрос. Но эти судьи должны знать, что им тоже придется отвечать. Согласны? А почему тогда некоторые назад возвращаются усилением охраны, а некоторые сегодня являются героями? Где водораздел? Вот это непонятно. Второе. Говорят, что насчет генерала Курсана Асанова. Его задержали за попытку захвата власти. А он что, захватывал? Где? Что захватил? Те люди, которые захватывали, они наверху. Они сегодня там объезжают всю страну и уму-разуму учат людей. Они представляют, что они власть. А Курсан Асанов сидит. Где логика? А те люди, которые были рядом с Курсаном Асановым, они заняли высокие посты. Где логика? Асанов, может быть, кому-то не нравится, поэтому его посадили. А нужные, понимаешь ли, люди, как известно в мультфильме, нужные, понимаешь ли, вещи насчет холодильника. А ненужные люди, они уже заняли высокие посты. Вам предлагали пост? Я, боже упаси, я сразу же тот же день говорил, что
меня абсолютно невозможно уговорить занять какую-нибудь должность. Я категорически таким путем не приходят. Как приходят, так и уходят. Я несколько раз предупреждал. Вот эта вот любовь толпы бывает очень изменчивой. С какой любовью посадили, через некоторое время с такой же ненавистью на вилах могут вынести. Поэтому, если даже куда бы ты ни пошел, она должна быть логически и в соответствии с законодательством. Сейчас многие упрекают меня в том, что вы сидели каждый раз, требовали в рамках Конституции, в рамках закона, а чихать не хотели, плевать не хотели, они пришли. Пускай, ради Бога. Пускай. Но таким путем захватывать власть категорически нельзя. Я и в 2005 году говорил об этом, я и в 2010 году говорил об этом, и, к сожалению, в 2020 году приходится повториться. Ну, на носу у нас президентские выборы, в которых вы принимаете участие. Кстати, Адахан Кимсанбаевич первым подал документы, проявив высокую сознательность в этом вопросе. Всего на данный момент кандидатов 5, возможно, уже стало больше, мы чуть позже это объясним. А при этом вы понимаете, что вам предстоит тяжелая борьба. Она никогда не была легкой. Это ваш не первая попытка штурма. Какие подводные камни вы ожидаете в этот раз? Я привык и уже выработал какой-то иммунитет. Власть имущие сегодняшние уже начали свою предвыборную кампанию. Центральная избирательная комиссия должна четко следить и дать предупреждение. Так нельзя. Не надо людей собирать в стадионы. Нельзя их заставлять. Буквально 2 месяца назад точно таким же образом, таким же методом партия Беремдик и другие правительственные, околовластные партии собирали таким образом. Мне многие учителя звонят и говорят: Адахан Кимсанбаевич, в разы хуже, чем было 2 месяца назад. То есть, опять-таки, усиленно сгоняют людей? Загоняют их просто. Загоняют, и они должны сидеть там и ждать очень многоуважаемых людей. Вот, и они должны слушать. И, ну, одним словом, точь-в-точь, как калька. Да? Они точь-в-точь повторяют то же самое. Почему вы думаете, они и день, и ночь занимаются исключительно кадровой перестановкой? Как говорят и ежу понятно, что готовится на выборы. Еще один вопрос. И делать такие громкие заявления, популистические, и ни с кем не согласованные. И это касается и структуры правительства, это касается и вообще госустройства. Мы сделаем это, мы заменим это, мы прибавим это. Знаешь, в качестве кого ты заявляешь? Так нельзя вести себя. Успокойся, дорогой, нельзя так вести себя. Во всяком случае, перед глазами тех людей, которые понимают Конституцию, которые понимают госустройство, не будь насмешкой, нельзя так, не торопись, не торопись. Всему свое время. Не надо торопиться. Вы коснулись смены правительства, не имеется в виду не кадровая, а именно структура правительства, да? То есть то, что сейчас муссируется в воздухе. Самым важным вообще еще помимо выборов в президентских, помимо повторных выборов в парламент, является предложение о смене Конституции, поправках. Да. Как вы относитесь к тому, что наша Конституция уже не первый десяток раз подвергается изменениям? Напомним, что в той же в США, в Америке, Конституции больше 400 лет. Нет, более 200 лет. Более 200. Около 300 лет. Около 300. Хорошо, да. Это исторический вопрос, это не важно. А за это время 778. Да, 778, вы правы, вы историк. Абсолютно преклоняюсь перед вами в этом плане. Всего лишь несколько десятков поправок за огромный пласт истории. Да. В нашем случае у нас 30 лет нашей республики исполняется только в следующем году. Около 30 всего поправок. Да. И то не новая редакция Конституции, а поправки. Поправки. Это
удивительная устойчивость Конституции. Государство бывает сильным только тогда, когда его устои незыблемы. Вот Российская Федерация. Мы одновременно принимали новую Конституцию. Они за все это время дважды внесли поправки. Первый раз это 2000 год, второй раз через 20 лет. 2020 июля. Да, и в июле они внесли следующие поправки. Конституцию, каждый президент, трагедия кыргызского народа, кыргызской конституции заключается в том, что каждый президент себя считает гениальным, неповторимым, единственным спасителем государства и нации и начинает ковыряться в Конституции. Как выяснилось вчера, чтобы эффективно бороться против коррупции, надо менять Конституцию. Это уже до анекдотического уровня опускаемся. На ваш взгляд, бороться с коррупцией? С коррупцией желание. Желание. С коррупцией надо бороться, начинать надо с себя. Любой президент должен начинать с себя. Вы знаете же, да, такую поговорку: пытаясь найти себя, я всех потерял, а пытаясь понравиться всем, потерял себя. Здесь вот дилемма: либо государство, либо ты. А наши президенты, правители всегда выбирают себя, дорогого, уважаемого, себя бесценного. Вы знаете, вашему вопросу хочу из истории ответить. Когда Владимир Ильич болел, Ленин, приходили к нему люди и говорили: вот у нас есть следующие кандидаты: Троцкий и Сталин. Владимир Ильич, кого выбирать на место Владимира Ильича? Это удивительный, тонкий, точный, глубокий ответ Владимира Ильича. Он говорит: Троцкий – это идеалист. Он ради победы социализма пойдет на все. Сталин – государственник, ради государства пойдет на все. Выбирайте сами. Ну, выбор мы знаем. Выбор за государство. Это единственный правильный выбор. А наши идут ради себя. Вот сейчас вы мне говорили, как могут работать Конституция или конституционные законы. Они говорят: вот эта статья мне не нравится. Давайте мы приостановим действие этих статей. А вот эта статья мне нравится. Это хорошая статья. Или же, опять-таки из истории, слова Цицерона. Когда Коммод задушил своего отца, великого императора Римской империи, возвращается в Рим, один из сенаторов говорит: теперь будет хорошо. На что Цицерон задает ему вопрос: для тебя или для Рима? Вот сейчас вот эта половина для себя, но для Кыргызской республики. И те люди, которые сейчас окружают его, говорят: теперь будет хорошо. А надо определиться. Да, а государство пускай подождет. Извините, у нас интеллигенция обращается, у нас юристы обращаются, у нас аксакалы обращаются, у нас политические деятели обращаются. Остановись, остановись, остановись. Остановись. Есть закон, есть Конституция. Нет, не хотят. Не хотят остановиться. А ожидает ли нынешняя власть того, что на этот вопрос должна указать своим перстом, да, или добрым словом, возможно, какая-то другая страна, которая имеет влияние на Кыргызстан? Да, безусловно, потому что на кону государственность. На кону государственность. Ведь заявляет, что мы будем проводить конституционную реформу. С кем? Как? На основании чего? Ведь исполняющий обязанности президента не имеет права объявлять референдум. Не имеет права. Даже по новой Конституции президент не имеет законодательной инициативы. Пожалуйста. Теперь, в один день говорил, что парламентские выборы мы закончим до 1 марта. На следующий день поехал Кочкор, говорит:
до 1 июня продлили работу парламента. Кто продлил? На основании какого документа продлили? По понятиям жить не надо. Это государство. Это очень хрупкий, очень тонкий организм. Нельзя разрушать эту государственность. Нельзя. Никоим образом. На кону потеря государственности. Боже упаси. Кто может повлиять на эту ситуацию? Может ли нынешний парламент? Мне кажется, что назревает... Заставить вернуться страну в новый парламент? Новый парламент мы по-прежнему ждем, его нет пока, к сожалению. Подали в Конституционную палату. Я говорю о нынешнем 6-м созыве. А этот парламент ни на что не способный, она бескребетный парламент. Она соглашательская. То, о чем мы говорили. Да, она соглашательская. Изначально вот такими они были, и теперь тем более. Я считаю, что если они настоящие патриоты, они должны набраться мужества и самораспуститься. Тогда мы окажемся в правовом тупике? В правовом тупике мы окажемся. В любом случае окажемся. Поэтому надо было, в любом случае 20 декабря надо было проводить парламентские выборы. Это второй этап. То есть процесс не остановился, процесс шел. Не надо было его остановить. За это, наверное, тоже, придется отвечать кое-кому. Так нельзя. Вот это и есть настоящая узурпация власти. Настоящая. Законодатель я, судья я, правительство я, и после меня тоже я. Так нельзя. Ну, мы существенно отклонились от основной темы нашего разговора — иллюстрации, потому что это безумно интересно обсуждать то, что происходит сейчас в нашей стране. Ну, у меня такой вопрос. Вы наверняка изучали эту тему иллюстрации, а она применялась в самых различных странах. Мы говорили о странах Прибалтики. И в Польше, и в Германии. Украина, Германия, Грузия также применялась. Ну, на Украине... Там очень относительно была попытка, скажем так. Да. Была попытка, она была не совсем успешная. На ваш взгляд, где успешно была применена? Все-таки древний народ, великий народ, хорошей цивилизации, это было в Германии. Это было в Германии после объединения Восточной Германии с Западной Германией. Вот. И они безболезненно провели этот вопрос, безболезненно. Общество даже этого не почувствовало. С чем это связано? Это удивительная, высочайшая политическая культура. Уровень политической культуры, общественной культуры на высоте. Это, наверное, повлияло и государственность, многолетняя, столетняя государственность, устои какие-то там государственные. Вот это, наверное, сказалось. А больше всего, наверное, воспитанность немецкого общества и, в первую очередь, политического истеблишмента. А желание поменяться повлияло? Нет, желания поменяться, скорее всего, нет, потому что они не изменились, они не меняются. Вот, до сих пор разницу между Восточной Германией и Западной Германией они ощущают в мировоззрениях. То есть эта ситуация пока еще не выправилась, несмотря на 30-летний? Да, это слишком маленький срок для государства, потому что социальное понимание, социальная психология восточных немцев все-таки она ближе, скажем, общечеловеческим ценностям. Не все измеряется деньгами, то есть капитал – это не первичное для них. Первичное – это все-таки человек, это общество. Мы коснулись поправок в Конституции. Одним из важных факторов, которые собираются меняться, это возвращение от парламентской республики к парламентско-президентской форме управления к президентской. Как вы оцениваете эту инициативу? Диля, это инициатива Модумарова. Давайте об этом подробнее. Я еще в 2006-2007 годах я говорил, что Кыргызстану нужно президентское правление, сильное президентское правление. Те люди, которые сегодня кричат... Нет, сегодня нет, я сейчас объясню. Вот те, которые сегодняшние люди говорят, что за президентское правление, они были моими непримиримыми оппонентами. О ком идет речь?
все те, которые сегодня заявляют, что мы должны переходить на президентскую форму управления, все, до единого. Я один оставался. Как Текебаев говорил, прям кричал, все согласились, только вы единственные не соглашаетесь. Да? В парламенте третьего созыва. Да, когда у нас были дебаты на парламентские выборы 6-го или 5-го созыва, я уже не помню. Да, я оставался в одиночестве, и время показало, что я прав. Для нашей страны только президентская форма управления. Почему мы не и плюс парламентаризм? Показали же. Депутаты, которые орали, кричали за Беремдик, сегодня сидят, обожествили уже других идолов. Те, которые говорили «Мекенем Кыргызстан», орали, кричали, дрались, сегодня говорят, сами знаете, что говорят. Не хочу я даже уподобляться им. Поэтому сильная президентская форма управления. У нас не должно быть такого понятия, как правительство. Всенародно избранный президент должен нести ответственность. Как и за политические процессы, так и за за все. экономику. За все. Он должен возглавить кабинет правительства. Он должен возглавить кабинет У нас правительства. было уже такое. Когда? В самом начале 90-х, когда Оскар Акаев Ничего исполнял подобного. функции президента. Никогда. Никогда для этого не было и ни разу не было. У нас наоборот вначале было парламентским уклоном, потом Акаев выступил, говорил, я не хочу быть как английская королева, и изменил Конституцию, провел референдум, стала президентская. Референдум 96-го года. Да, президентская. Нет, это было в 94 году. год. Да. И потом в 96 году снова изменения, потом и все пошло и поехало. Ну, И до сих пор продолжаем. Кого? Мы приходили к усилению президентской власти. Знаете, есть такое понятие, как роль личности в истории. Все зависит, Зависит от самого человека. от самого человека. Вот, допустим, вот у вас ручка. Вы можете написать великолепные стихи про любовь. И вы можете написать пасквиль. Согласны? Да. Это все зависит от того, в чьих руках находится ручка. Кто-то великолепным, очень острым, хорошим ножом может приготовить такую еду, пальчики оближешь, а кто-то этим же ножом может пырнуть кого-то. Это от человека зависит. В чьих руках власть, это все равно, что орудие для реализации каких-то определенных своих замыслов. А в чьих руках окажется эта власть, независимо от того, парламентская, президентская там, или какие там диктаторская, тирания, это все зависит от самого человека. Но парламентаризму же тоже учатся. То есть невозможно же ему научиться и работать по нему, и жить по нему за один день, за один год хорошо. Дать возможность? Вчера, отвечая на аналогичный вопрос, говорил, что мечты должны быть реальными. Говорит о том, что вот, допустим, одного осла так, держишь и надеешься, что завтра станет великолепным скакуном, никогда не станет. То же самое. Есть ментальность. Есть миропонимание, есть мироощущение. Как наши очень близкие по духу и по мировоззрению, и по другим критериям, это Россия. Они же говорили, как бы ни назывался руководитель, все равно каждый русский в душе видит его царем. Так? Как бы ни называй, для русского человека все равно царь. У нас миропонимание и мироощущение очень схожие, очень близкие. Поэтому у нас привыкли. Первый человек будет отвечать. По сегодняшней Конституции